грезах только Америка была. Я думаю, что это мечта любого мужчины. Я всегда на эти конкурсы летал за свой счет. Самой, наверное, запоминающейся девочкой на конкурсе «Мисс Россия» Ургант даже меня так одернул. Как ты мог дружить с такими людьми? Находишься в такой сильной зависимости от алкоголя. Последние годы, когда я пил, я был в дичайшей депрессии. У меня нету стопа. Ну и где эта красавица сейчас? Работать с малолетками — это такая хуйня. Всем привет, друзья! Я Варя Максима, и сегодня я в новой для себя роли буду брать интервью у своего друга, которого вы все прекрасно знаете. Это известный стилист Республики Саха-Якутия и не только, Василий Афанасьев. Всем Привет, Вася. привет. Привет, Варя. Мне очень приятно, что именно ты будешь брать интервью, потому что мы близкие, и мне будет намного комфортнее рассказывать о каких-то своих Да, я думаю, что мыслях. мы сегодня от души посекретничаем, потому что я знаю тебе, достаточно много, но, скорее всего, не все. И поэтому сегодня, я думаю, я открою тебя еще с другой стороны. Так будет или не так? Ну, я постараюсь быть максимально откровенным. Да, мы с тобой договорились сегодня, что ты будешь максимально откровенным. Я тебя знаю уже давно. Я знаю, что ты человек слова, но как ты таким стал, вот как сегодняшний Василий стал Василием Афанасьевым, вот про этот путь сегодня мы поговорим. Да. Я обещаю, что постараюсь быть максимально откровенным. Итак, как всегда, мы начинаем с самого начала. Как проходило твое детство и почему ты вдруг решил посвятить себя такой, скажем, не мужской профессии? Мгм. Ну, я всегда детство вспоминаю с большой теплотой, хотя как бы не совсем, может быть, простое было детство, да, потому что отец у меня рано умер, когда мне 10 лет было. Но, тем не менее, у меня в памяти сохранились только самые лучшие моменты. А, Я считаю, что у меня вполне счастливое детство было. Но если вспоминать какие-то моменты, предыдущих интервью, там очень такой отзыв, да, отклик от аудитории был, момент, когда все-таки в деревнях якутских к воспитанию мальчиков совсем по-другому как-то относятся, да. Мгм. И вот момент, когда вот убивали мою собаку, но она О уже старая боже! была, как бы. Когда ты понял, что тебе нравится мир красоты? Ну вот, наверное, с детства это было понятно, потому что я все время рисовал. Вообще, как бы, если бы даже не одноклассники, я бы, наверное, школу не знаю, как закончил бы там, да, потому что для меня математика, вот эти все предметы были вообще как будто из другого космоса. А, у меня хорошо вот было по языкам и вот какие-то творческие моменты, там, Мгм. рисование, вот эти все дела. Вот поэтому все куклы сестры были тоже разрисованы с укладками, с макияжем. Поэтому это, в принципе, я думаю, что это было понятно. Скажи первый гонорар за макияж. Сколько это было? Ой, я не помню. Наверное, оплата такси. Сколько она стоила тогда? Не знаю, не помню. Но для меня это было абсолютно неважно. Мгм. Э, Я вот для меня это был сам процесс прямо в удовольствии был. Знаешь, это сейчас профессия стилиста-визажиста, она такая высокооплачиваемая, да, особенно если у тебя есть имя. Но тогда же такого не было же. Или кто тебя вдохновлял вот прям идти по этому направлению?
Ну, в то время очень знаменитым был Алексей Семенов. Мгм. И я знал, что вот какие у него ценники. Вот, наверное, в то время я равнялся на него, потому что вот как он классно работал, да, вот Да. хотелось такого же результата, чтобы все хотели вот в то время хотели только к Лёше, потому что он единственный был. А, захотелось, чтобы тоже все хотели ко мне. Мгм. И вот у меня такая цель была. И вот ты, я думаю, достиг своей мечты. Ты уже стал узнаваемым, к тебе уже пошла запись, да? Мгм. Мгм. Девушки уже начали платить деньги, любые деньги, я думаю, да. И я помню, что ты был очень яркий тогда, в то время. У тебя были прям очень яркие, можно сказать, даже эпатажные и скандальные образы. Ам, Не боялся ты вообще выглядеть совсем другим вот в таком нашем консервативном Якутске? Мгм. Ну, у меня вообще все складывается такого прямо конкретно продумывания какого-то вот, как сейчас есть, да, там из серии пошаговая инструкция, как стать знаменитым, не было. У меня все как-то по наитию. И вот привязываясь к тому, как я начал вообще вот в этой сфере крутиться, работать, вот я работал как самоучка, да, и в один момент на съемках шубного магазина самого крутого в тот момент Харчана. Мгм. Хозяйка Юлия Никандровна, вот поработали, она говорит, какой бы ты ни был талантливый, но тебе нужна школа. Всегда нужно обязательно какую-то вот базу иметь. Мгм. Не хочешь ли куда-нибудь поехать отучиться? Я говорю, ну, конечно, хочу, но пока я не могу себе это позволить. Она сказала, выбирай любую школу, я все оплачиваю. И вот такие люди почему-то вот в моей жизни встречаются, да. Очень много таких людей, да? Не то чтобы очень много, но они вот какие-то вот судьбоносную роль играют в моей жизни, Мгм. сыграли. Мгм. И вот до сих пор я всегда в каждом интервью вот упоминаю Юлию Никандровну. Юля, если ты меня видишь, большой привет, и я всегда вспоминаю с теплотой о тебе. Вот, я выбрал вот Академию Долорес, куда в Москве это вот тогда по России, ну и сейчас, да, это самый такой мастодонт по Мгм. бьюти-индустрии. И вот поехал, отучился. И во время обучения я так готовился, когда вот собирался туда поехать, я специально не стригся. То есть у меня никогда не было длинных волос, ну, как бы студенчество, всегда вот короткие волосы Мгм. были. И тут я, чтобы меня там меня в самом Долоресе постригут. И я, ну, не стал стричься, они Начал немножко, отращивать. они у меня отросли, ну, как-то так отросли. Я вот поехал учиться, и пока я там учился, все, не было времени, там постоянный процесс обучения. Я там все время просил этих своих мастеров, преподавателей, меня постригите, меня моделью сделайте. Они, ну, типа, нет, ты учишься, там, Мгм. потом. Мгм. И пока я там закончил учебу, они у меня отросли, ну, как-то вот так вот, наверное, да? Мгм. Ага, и они такие уже, когда вот почти заканчивали учебу, такие говорят, сделай это своим имиджем. Мгм. Это же крутой как бы имидж, длинные волосы, тем более такие хорошие азиатские. Ну и к твоей профессии подходит, Да, да, подходит. Вот стилиста? ты благодаря своим волосам можешь стать очень хорошо знаменитым. Я подумал, то есть, ну давайте попробуем. И вот я уже приезжаю с Академии Долорес уже с длинными волосами, и это реально сыграло, наверное, какую-то такую судьбоносную роль в моей Мгм. жизни. То есть меня сразу начали узнавать, сразу как-то это Это стало отличие. твоей фишкой. Да, Я помню, у тебя были просто роскошные волосы. Самое длинное, до каких пор у тебя, ну, отрастали волосы? примерно до колен. Ну, До колен! чуть выше, да. Блин, у меня никогда так не отрастали волосы, даже у меня. Как? Как? Расскажи секрет Ну, длинных волос. не знаю, ну, все-таки мужские волосы, они как более, а, не знаю, здоровые, там, не знаю, да, Мгм. менее подвергаются каким-то манипуляциям. И за счет этого, я думаю, и, кстати, вот за счет этих длинных волос меня и в Москве, а, Начали ха- узнавать. да, ну, хотели меня сразу ставить в Академии Долорес работать. Ага, а я сказал, ну,
мне надо на Мисс Якутию слетать, я потом приеду. Мгм. Я же там уже главный стилист, да, уже Мгм. сколько лет, поэтому без меня это мероприятие не проходило. И прилетел, ну и благополучно там на год, наверное, остался. И через год я поехал. Все, я готов приступить к работе. В Долорес прихожу такой крутой, а мне говорят, ну, Извини, мальчик, да, время ну, прошло. да, мы не можем ждать год там, да. Мгм. Ага, ну, они посоветовали хороший салон, и меня туда тоже взяли только из-за того, что у меня были вот... Я так думаю, что из-за того, что у меня были очень длинные волосы, Мгм. и даже в контракте было указано, чтобы я ни в коем случае без разрешения не должен стричь волосы. Вот таким образом я там проработал, я не помню уже сколько. Это в каком году было? Так, это где-то 2014, не 15, где-то вот так. А это же уже совсем недавно получается. Ой, 4-й, 5-й, то есть, Четвертый, пятый, да, хатай да-да-да. не да. Да. Мгм. Но, и смотри, я вот по жизни смотрю, да, у тебя было столько шансов уехать из Якутска, ты постоянно возвращаешься. Да что ж такое-то прямо? Да-да-да, это такой момент тоже. Ну, я Москву почему-то, никогда не рассматривал как вариант, чтобы переехать, потому что у меня в голове всегда вот сидел образ, Америки, да. Ну, то есть, если я мечтаю очень глобально. У меня Мгм, нету такого стопа, да. мгм. И вот я мечтал, что зачем размениваться на Москву? Это для меня был какой-то такой переходной вариант, там, из серии, да, там, перекантоваться, перетусить. Никогда не рассматривал Москву очень серьезно. И вот в грезах только Америка была. И этот вариант тоже воплотился в жизнь. Я же очень такой, в принципе, вроде бы и вот весь такой хаос, но у меня есть какая-то вот линия, которую я Определенный придерживаюсь. порядок какой-то Да, внутренний, да? да. И Определенная какая-то путь, или как сказать? да, намеченный какой-то путь, Мгм. которому я следую, несмотря на свой какой-то, хаос. Смотри, у каждого, наверное, стилиста, вот ты в Америку переехал, хотел переехать, с какой-то же целью тоже там стать известным стилистом. Кто твоя звезда, вот которую бы ты мечтал накрасить вот из известных М. мировых звезд? Ну, естественно, кто приходит ко мне в салон, они видят, что там вот стопка вот таких вот журналов лежит, только на обложке только Анджелина Джоли. Да? Твоя мечта Анджелина Да, Джоли? ну да. А, Я думаю, что это мечта, любого мужчины. ну да. Ну, а вот ладно, мы, вернемся к нашим якутским звездам, да. С кем тебе приятнее всего работать из якутских звезд, скажем так? Ну вот, когда я вот начал как-то активно здесь строить свою карьеру, ну, она сама по себе как-то Мгм. строилась, то есть я там тоже какого-то плана не Кстати, вот, придерживался. скажем так, да, вот в этом, в творческих профессиях, чтобы тебя узнавали, нужно поработать с кем-то, Мгм. чтобы этот человек как-то, ну, рекомендовал, что ли. Глядя вот на этого человека: ее же там накрасил Василий, значит, у него классно. Ну вот есть такой человек, который прям открыл для тебя дорогу, что прям все захотели с тобой работать? М, Ну, и я думаю, что это был верный первый шаг, это вот то, что я пришел в Айко. Мгм. И стал там уже стилистом, официальным стилистом и Мисс Якутии, и на Мисс Россия я ездил с нашими девочками, да. И это стало моей визитной карточкой. Вот все победительницы там из серии, да. И вот в то время все баннеры вот были только вот девочки из Айко там, да, с Да-да-да, моими я помню. Они макияжами. были очень красивые, да. Да, и вот это стало визитной картой. А вот со звездами, да, я работал, но все-таки я вот сейчас пришел к тому, что все-таки вот моя аудитория, моя вот эта вот сфера, да, это вот все-таки красавицы, да. Мгм. Конечно, с эстрадой со всеми практически поработал, но мне это вот сложно оказалось. Мгм.
сложно в плане, ну, вот энергетики, да. Мгм. Все-таки артисты, вот звезды эстрады, они очень за счет того, что у них Капризные. очень много вот энергии, они же потребляют, ну, то есть вот Мгм. каждый артист, выходя на сцену, он же вот потребляет энергию, да, вот от Мгм. зрительного зала, и они также вот вампирят энергию, вот, мою, по крайней мере, Мгм. я могу за Мгм. себя сказать. И в этом плане мне сложно. Поэтому я оставил маленький-маленький круг среди звезд. Мгм. Ну вот ты у меня, да, вот оставил тех, с кем мне очень комфортно. Мгм. Да, это благодаря дружбе, да, более таким тесным отношениям. А, со всеми остальными, ну, просто хорошие приятельские отношения, надеюсь, сохранились. Мгм. Но я могу уже, наверное, делать выбор, с кем мне работать, с кем нет. Мгм. Давай тогда, коль скоро мы затронули тему конкурсов, Мгм. Мисс Якутия, Мисс Россия, расскажи про это немного, да, какие Мгм. там, я думаю, что это тоже конкурс такой непростой, есть свои Мгм. какие-то интриги, немножко можешь рассказать какие-то там подробности, закулисья? Мгм. Есть ли А, какие-то моменты прям такие, которые вот, ну, секреты, может быть? ну, конечно, есть, но стоит ли Вот самый, рассказывать? самый такой яркий, яркое выступление какой мисс из Якутии вот тебе запомнилось? Мгм. Ну, начинал я работать вот с мисс, да, то есть это молоденькие девчонки. Мгм. Ну, и, в принципе, я тогда сам был молодой, мне было очень комфортно с ними работать. И вот я ездил на Мисс Россию сколько лет. Я, кстати, вот был единственный стилист, который был допущен от региона. Обычно на Мисс России работает команда МАК, это Мгм. вот в Москве, да, то есть, и никого другого там из визажистов не допускают. А благодаря, ну, первый, как бы, звоночек, первый такой сделала Сардана Сыромятникова. Да, Мгм. она полетела, ей не понравилось, как ее на фотосессию накрасили, и она позвонила и говорит, ай, вот, давай, типа, ты можешь прилететь. И вот с того момента мы начали уже договариваться. В принципе, меня должны были допустить, но, видимо, какие-то бюрократические моменты, и меня, к сожалению, не допустили. А со следующего года уже после Сарданы была м, Юля из Мирного, я не помню, Новгородова, мисс Якутия Ага. стала. Ага. И вот с ней мы, с того момента я уже начал официально уже как среди визажистов МАК, я Мгм. там уже Ну, я думаю, работал. что девочкам нашим повезло, потому что, ну, азиатское лицо европейцы вообще не умеют красить. Мгм. Ну, есть Скажем такое, да. так, ага, Мгм. российские визажисты. Это, может быть, сейчас они научились, но тогда Мгм. вообще Да. был ужас. Мгм. Вот, и вот мне было комфортно, классно. Причем я всегда на эти конкурсы летал за свой счет. Хотя я был как бы официальным стилистом Бесплатно Айко. все. Да, это было мое желание. Я там заряжался энергией. Я все сам за свой счет летал. Я уже зарабатывал как бы, да, хорошо. Поэтому для меня это было прямо, это вот отдушина моя была. И вот таким образом начали работать. Самой, наверное, запоминающейся девочкой на конкурсе «Мисс», если отдельно рассматривать конкурс «Мисс Россия», это, наверное, участие Яны Марии, я считаю. Мгм. Да? Ну, Яна Мария — это вообще моя девочка. Я вот самые мои близкие девочки, которые вот из АИКО, которых я, можно сказать, даже Взрастил, да? взрастил, да, вот это Яна Мария. Ну, вот с определенным кругом мы очень хорошо до сих пор общаемся, да. Вот Яна, она, ну вот она вошла в пятерку, хотя мы были уверены, что она будет в тройке. Ну, я даже думал, почему-то у меня есть чутье, да, то есть я, в принципе, знаю, вот какая вот девочка поедет, она примерно вот какое место может занять. Мгм. Мгм. Я почему-то был уверен, что она будет как минимум первая вице-мисс, но, к сожалению, мы только в пятерку попали. А, Яна, наверное, меня за это убьет, Давай, давай, давай. но, Мы сегодня договорились, что это будет откровенное интервью. ну, Мясо давай, давай мясо. ну, Яна, она как бы не сказать, что она самого высокого роста, 1,73 м. А там, ну, девочки на самом деле очень высокие, от 1,76 м.
И у нее очень длинная шея, и когда она немножко расслабляет ее, она, ну, еще меньше становится ростом, Мгм. да, то есть ей всегда надо в вытянутом состоянии быть, чтобы, ну, как бы выше казаться. И мы, ну, в то время никто, наверное, ну, то есть все, наверное, знают, что я уже начал хорошенечко пригублять. Мгм. Мгм. И, естественно, закулисье без там шампусика, коньячочка не обходилось. Ну, конечно, там волнуемся за кулисье, да, такие большие ответственные конкурсы. И тут, ну, мы немножко, можно сказать, Перебрали. перебрали с коньячком, с И Яна Мария тоже. Ну, чуть-чуть я ей позволял, Мгм. как бы, да, чтобы, ну, напряжение снять. Видимо, девочка моя слишком расслабилась, и она вот с такой длинной шеей ходила, что я стоял за кулисами, сзади Ивана Урганта, который был там ведущим, и там орал прямо. Ну, я уже перебрал, я там орал: «Яна, шею!» Что, наверное, даже в зрительном зале было это все слышно. Ургант даже меня так одернул, типа: «Вы потише». Ну, как бы так. Мгм. Ну, это вот сыграло, наверное, вот это мое чисто личное предположение, что немножко это сыграло, что мы не попали в тройку лучших. Мгм. Мгм. Ну, как говорят, алкоголизм до добра не доведет. Да-да-да-да. Алкоголь никогда не доведет до добра, даже вот в таких ответственных мероприятиях вот он сыграл свою роль. Ну и вот мы потихоньку переходим к самой такой щекотливой теме, к теме, твоей бурной молодости. Мгм. Мгм. Ни для кого не секрет, ну, лично для меня не секрет, ты сейчас абсолютный трезвенник. Сколько лет уже? Так, ну, 10 лет. Вот, а до этого, ну, мы все знаем вот эти вот скандальные фотографии, да. Кстати, меня очень всегда убивало, да, как ты мог дружить с людьми, которые тебя фотографировали, да, вот в таком, ну, каком-то, ну, это же такие личные моменты, да, и где-то что-то выкладывали. Как ты мог дружить с такими людьми? Для меня это был всегда вопрос. А, Это же н- подстава конкретная. ну да. А вот когда ты находишься в такой сильной зависимости от алкоголя, ну там, в принципе, наверное, даже окружение выбираешь не ты, а как бы сам алкоголь, да, то есть алкоголь связывает людей, которые, ну, соответственно, Мгм. любят Мгм. это дело, ну, какая там может быть там хорошая энергетика и хорошие люди. Мгм. А, ну вот, да, такое случалось, и как-то, как сказать, и это еще больше как бы усугубляло ситуацию с алкоголем, потому что, ну, хотелось как-то вот забыться, несмотря на то, что я делал вид, что мне все равно, я весь такой бунтарь, мне на Мгм. все как бы, да, наплевать, но на самом деле, конечно, там внутри все горело. Ну, в первую очередь меня бесил сам себя, я сам. Мгм. За свою вот эту безвольность, что я не могу справиться с этим. Хотя я всегда был уверен в том, что я очень человек с большой волей, а на деле оказалось, что нет. М, Смотри, а сколько лет ты вообще у тебя был вот такой вот разгульный образ жизни, если так посчитать сейчас? а, ну, скажем так, что я до окончания школы вообще не выпивал. Хотя одноклассники мои, простите, одноклассники, ну, это Нюрба, 90-е, они начали очень рано, как бы подружились с этим делом. Ну, потому что у меня был пример, да, то есть у меня среди родственников были люди выпивающие. Мне это было, ну, как бы всегда с детства неприятно смотреть на людей таких. Поэтому я как-то вот с детства был уверен, что я никогда не стану, ну, алкоголиком, что я никогда не буду пить. Мгм. Но как бы 90-е взяли свое, когда я уже сюда приехал и устроился официантом в таком ресторане, как бы, да, там, где вот ночная жизнь Мгм. самая. И как бы коллектив, конечно же, чтобы влиться в коллектив, в те времена, в 90-е, влиться в коллектив без алкоголя было невозможно.
И то же самое было влиться в шоу-бизнес Якутии, Да, да, Якутска да. тоже невозможно было без алкоголя. Там были определенные, как бы, такие люди, держащие, как бы, да, весь Да. шоу-бизнес. Ну, знающие люди знают, кто это. Я, кстати, вот всегда вспоминаю, ну, вот, Женьки, Мгм. с огромной какой-то вот благодарностью, с любовью. Ой, тогда были такие классные времена, да, я это помню. Да, Было весело, было очень ярко, были скандалы. да-да-да. Но сейчас, кстати, как-то все стало так, знаешь, чинно, как-то мирно. Все Мгм. какие-то добрые стали. Ой, если бы тогда был "Инстаграм" и "Ватсап", ого-гошеньки, еще Да-да-да. больше скандалов было бы, да? Мгм. Но, слава богу, что это было не так. Мгм. И вот это получается, потихоньку началось уже вот со времен, когда я вот начал подрабатывать официантом. Ну, там не было какой-то такой прямо сильной зависимости, но все равно, там начало взяло, ну, пути к алкоголизму, наверное, оттуда началось. А потом уже вот когда начал вливаться, наверное, в шоу-бизнес якутский. Вот тогда, наверное, вот, прямо сильная зависимость. Это уже как бы недельные запои, и вот какая-то вот, недовольство собой, своей жизнью, своей безвольностью. И, в итоге это вылилось где-то, наверное, в двухгодовую депрессию. Мгм. Это вот последние годы, когда я пил, я был в дичайшей депрессии. Ну, это, конечно, тоже внешне никак не проявлялось для Мгм. многих, но внутри Ты себя. действительно казался таким бунтарем, тебе было как-то вообще пофиг на все, как будто так казалось, да? А вот это вот, да, это вот именно была какая-то защитная реакция, что внутри все горит, и ну, вот реально вот тебя все бесит, и вот прямо хочешь бунтовать, да, да, мне все равно, что кто скажет там. И специально вот провокацию делал своими образами, своими выходами, да, специально что-то вот такое вытворял, скандалы все эти, да. Э, Да, мне за какие-то моменты стыдно, где были задействованы совсем ни в чем не виноватые люди. Вот в таком состоянии, в глубочайшей депрессии, плюс еще подпитанной алкоголем, ты становишься каким-то прямо монстром, да, то есть твой гнев выливается на абсолютно там любого человека, там, ну, в основном, конечно, там доставалось официантам. Мне до Мгм. сих пор перед ними стыдно. Ам, Как сказать-то? Так что я прошу прощения, если я кого когда-то обидел. Ну, кстати, наверное, ты должен попросить прощения и у невест, которые записывались к тебе, а ты их, наверно, кидал. Были такие моменты? Кстати, нет. Нет? Кстати, нет. Вот я всегда, в каком бы я ни в состоянии не был, я всегда был ответственным. То есть я даже, конечно, вот стыдно за то, что когда я приезжал пьяным. Но я приезжал. Итак, вот в этом пьяном угаре, так скажем, который затянулся на несколько лет, понимал ли ты, что ты алкоголик? А, Ну, когда уже начались вот эти затяжные запои, конечно, я понимал. И от этого еще больнее было, да, то есть что твоя вот эта вот безвольность, твоя какая-то вот бесхарактерность, казалось бы, да, то есть когда у тебя совсем изначально были другие устои, другие цели, и ты осознаешь, что ты, оказывается... Ну, почему-то я всегда считал, что я не как все. То есть, ну, это может быть не очень приятно слышать, что я там возвышал себя над другими, но на Мгм. самом деле я считал, что я, ну, как бы достоин чего-то другого, большего, и хотелось, ну, видеть свою жизнь совсем в другом русле, а тут получается, как все. Ну, как бы это дерзко не звучало. М, И вот это меня еще больше как-то губило изнутри. И были очень много попыток, да, то есть я проверял свою силу воли в плане того, что я уезжал на лето, например, к себе в деревню, Мгм. где там сухой закон во время сенокоса. Ну,
конечно, неизбежно, да, то есть там уже как бы негде достать, и ты, соответственно, не пьешь. Мгм. И ты возвращаешься в Якутск с полной уверенностью, что ты все справился, что ты молодец, что у тебя есть сила воли. А тут опять надо вливаться в работу, и там наша работа абсолютно в те времена, по крайней мере, была связана обязательно это посещение всяких мероприятий, где, ну, конечно же, шампанское рекой льется, и твое окружение, которое вот, ну, им абсолютно как бы нету дискомфорта, то, что они там... Может, они умеют выпивать, да, а не как ты. Если ты выпил... Ну, то есть у меня было такое, что вот я выпил, и у меня нету стопа. Мгм. Я могу несколько дней, неделю, прям вот с утра встаешь и дальше. Мгм. И Абрахтанан. да, и причем это было самое вкусное вот именно второй день. Вот Мгм. погулял, с утра встал, причем встаешь где-то там у друзей, там, да, ну, и такая же компания, и заново веселье начинается. Вот это Мгм. было самое классное, мне казалось тогда. Ну, а потом, естественно, после недельной пьянки у тебя физически, как бы, да, такой отходняк страшный. И самое страшное — это вот психологически, да, то есть, как ты себя ненавидишь, как ты все проклинаешь и опять думаешь о смысле жизни вообще, для чего все это. Но это очень затяжное было, затяжный период, да, не знаешь, как, не веришь, например, в медицинское кодирование, потому что Ты кодировался? нет. Я видел очень много примеров, когда кодируются, а потом еще хлеще, как бы, да. М. Мгм. Поэтому для меня это было совсем не вариант. Но меня спасло то, что я с детства верил в какие-то чудеса, да, и это очень важно, на мой взгляд, когда ты умеешь верить в чудо. Мгм. А, и я вот почему-то начал вот изучать, больше интересоваться вот темой вот шаманов наших, да, Мгм. якутских, и поэтому услышал такую версию, ну, то есть, что в Татинском Улусе, село Уолба, есть Михаил Чашкин. Многие знают Да-да-да. наверняка. Мгм. У меня брат родной живет в Тате. Кстати, он всегда обижается, почему ты никогда в интервью не рассказываешь обо мне. И он говорит, вот есть такой очень хороший человек, который вот реально помогает. И я зацепился за эту идею. И уже когда... И, наверное, нужно упомянуть момент психологический, почему это было вот так затяжно, да? Хотя можно было бы, если ты уже страдаешь от своего алкоголизма, можно было бы как-то быстрее решить эту проблему. Но загвоздка заключалась в том, что вот папа у меня умер, когда мне было 10 лет. Ну, Мгм. вот, операция на сердце была, и он не выдержал операцию и умер. И вот с детства у меня как-то вот сам себе заложил, что я так же, как и папа. Ну, то есть, Мгм. когда я на кого-то обижался, на маму, да, на бабушку, на дедушку, я тоже всегда с детства говорил, ну, вот особенно в подростковом возрасте, что я так же, как и папа, типа, рано умру. И вот это момент как-то вот уже прям приближается уже. Он умер, кстати, 33 годам, да, возраст Мгм. Христа. И я вот почему-то вот думал, что я тоже в 33 года меня не станет. Можно ли сказать так, что, внутренне ты сам себя убивал? Да, ну, да. Мгм. И поэтому вот я, видимо, ждал этого возраста, боялся этого возраста, и это вот как-то все усугубляло и тянуло время. И вот я, кстати, вот переборол алкоголизм ровно, когда мне стукнуло 33, Мгм. и перед тем, как мне исполнилось 34, вот в сентябре, у меня в октябре 11 день рождения, скоро будем отмечать в Дубае, кстати, а, а, бросил я пить 9 сентября. Ты даже дату эту помнишь, Да, да? это, То есть тут до 9 бухал жестко, да, да, и потом все. да, Больше после этого ты прямо уже не пил. То есть жизнь разделилась на до и да. после, да? А, что послужило толчком? Прям А, таким, что вот, ну все, хватит уже, хорош, мне уже что то надо делать со своей жизнью. Было ли такое или это как-то само собой пришло?
Ну, можно сказать, что и так, да. То есть, я уже ну, конечно, уже замечал, что я не только себе уже делаю какой-то вред, да, Мгм. но и страдают мои близкие. Ну, в первую очередь, это мама. Мгм. Когда мне было как бы, ну, может быть, я просто изображал, что мне пофиг, да, что обо мне пишут, что все желтые газеты с обложками с моими какими-то страшными фотографиями Мгм. в пьяном виде. Кстати, так называемые друзья, это все Мгм. Кстати, ты общаешься с этими друзьями сейчас? нет. Мгм. Вот, и к маме на работу приносили вот эти вот Доброжелатели, да? доброжелатели, Мгм. типа, а это ваш сын, там, в этом духе. Ну, естественно, мама от этого тоже страдала, я видел это все и еще больше, как бы, вот Злился. внутренний конфликт свой, да, развивался, и вот один прекрасный, вот мне стукнуло 33, я всегда шикарно отмечал свои дни рождения. А вот ближе к 33 годам я как-то уже все не хотелось мне ничего отмечать. Вот 33 года я первый раз не отмечал. Я находился, м, в Намцах. Мы там делали конкурс "Мисс Намцы". И, ну, просто там, как обыденно, просто в Балатхате бухали, можно сказать, и все. Мгм. И у меня такая истерика случилась в этот день. И я почему-то помню, что я позвонил своему однокурснику. М, и вот как-то вот выплакался вот насчет вот мужской дружбы, да, там более женская у тебя аудитория Мгм. друзей или нет. Вот почему-то позвонил другу своему однокурснику, Ванька Петров, привет. И как-то выплакался, выговорился, мне как-то легко стало. И вот этот возраст вроде, ну я же не умер, ничего. Ну, то есть Мгм. 33 года исполнилось, жив, здоров. И меня начало потихоньку отпускать. И Мгм. уже к 34 годам, когда уже, ну вот, рубеж прошел Мгм. 33-летний, да, причем еще и это возраст Христа, как бы, да, и поэтому... А я, кстати, с детства очень такой верующий был. Я в Мгм. детстве, наверное, единственный ребенок, который прочитал Библию уже в Мгм. детстве. Вот, и вот начал отпускать, и вот уже в сентябре, после очередной какой-то затяжной пьянки, я домой пришел и вижу маму с таким грустным лицом, и я говорю: все, мам, я поеду в Татту, заказывай такси. Заказал такси, уехал, брат встретил, отвез, и все. То есть ты все таки попал к Чашкину? Да. Мгм. М, А так, можешь рассказать, что там было? ну, очень страшно было, потому что изначально говорили, что он не всех принимает. Мгм. Если там человек, ну, там, с какими-то грехами, там, да, говорили, что они выползают на четвереньках, там, из серии, да, А что... Баглер? Нет, ну, люди, там, из А, серии, как ага. бы, да, Мгм. он как бы... После его приема. Да, Мгм. что он не всех принимает. Если человек там грешный, то как бы они так убегают чуть ли не на четвереньках от него. Мгм. Мгм. И это меня пугало. Я думал, что я весь грешный. Мгм. Вот, но, несмотря на это, я доехал. И такой дедушка очень простой, очень такой дружелюбный, юморной очень. Ну, помните, у меня тогда длинные волосы, Мгм. вот это весь эпатажный образ. Захожу, он такой: "Хаятох кархавсата турарый девятим, уалабитто", там серия, ага. Ага. Ну, садись, ну, все, и какой-то такой обряд, который, наверное, не надо пересказывать. И вот я поверил. Мне стало так легко, я поверил, что это случилось. Мгм. Да, что все. И хотя, конечно, одолевали сомнения, да. Я потом после всего обряда спрашиваю: "А на сколько лет вы меня Мгм. закодировали?" Он говорит: "Ну, я тебе даю год". Я сразу: "Нет, не надо мне год, я хочу на всю жизнь". Он говорит: "Ну, ты же не дурак. У тебя за год ну, то есть все встанет на свои места, Мгм. и ты сам выберешь свой путь".
То есть здесь главное, чтобы ты сам захотел, да? Да, то Мгм. есть, на мой взгляд, очень важно, чтобы человек был, Взял да, ответственность. Мгм. искренне вот желал Мгм. избавиться от этого. Потому что очень многие после того, как увидели мой результат, ну, из того же нашего шоу-бизнеса, да, Мгм. поехали, но не было результатов. Мгм. Мгм. Ну, они думали, что это какая-то панацея, что просто надо Мгм. прийти и все. Мгм. А на самом деле нужно вот Не внутренне нужно когда. усилий каких-то прилагать, Да. просто ты берешь и бросаешь, да. Но скажи, было психологически и как-то физически сложно, Мне вообще нет. да? Я не знаю, вот все, как будто обрубило. Мгм. Настолько я в это поверил сильно, да, Мгм. но я человек всегда сомневающийся и всегда проверяющий все. Мгм. И ты проверил? Да, я буквально там месяца не прошло, я улетел с друзьями в Египет на all inclusive. Мгм. Друзья, соответственно, там выпивающие, ну, то есть ультра все включено, там пей, упивайся сколько Мгм. хочешь. Кстати, по-моему, день рождения справляли тоже там. Ага. Ну, естественно, там друзья там каждый день выпивали, а у меня вообще. Желания не было. М. Мгм. Я даже вот по ошибке думал, что это вода в стакане стоит, а там, ну, алкоголь был. Мгм. И меня прямо вырвало. Как будто Мгм. готовил от этого из серии. Вот. Потом я прилетел и тоже там буквально через несколько недель улетел в Китай. Мгм. На целый месяц, по-моему. Тоже там с друзьями, конечно, там гуляли. Ну, меня спасало, не знаю, ну вот когда сидишь в компании, все там пиво пьют, все такое, ну, просто там чай много не выпьешь, там, да, ну, там безалкогольное есть пиво, безалкогольные вина, ну, как бы Мгм. прекрасно. И вообще после этого у меня никакой ломки, ничего не было. А были такие моменты, что вот друзья вот знали, что ты бросил, и все равно пытались тебя как-то спровоцировать, чтобы ты выпил? Ну да, как бы и сейчас как бы по незнанию это, ну а что там, господи, бокал вина? Они же не знают, что не Через умею я один бокал и остановиться, да? Мгм. Ну, просто нужно, как бы, когда у тебя есть четкое внутри вот это вот осознание того, что не хочу, Мгм. то все намного проще становится. Я помню, когда ты бросил пить, ну, для меня это было вообще, я очень гордилась тобой, скажу, да. Но я помню, что ты ощущал какую-то пустоту внутреннюю. Было такое? Было. Вроде бы все наладилось, да, наконец-то там из серии у тебя нету долгов, да, то есть наконец-то ты можешь работать в полную силу. И вот после год я прямо вот с таким вдохновением работал, деньги есть, не знаешь, куда их девать. Я там все закупал сумки Louis Vuitton там в Подожди, первый а же год. ты тогда, когда ты был в своем алкогольном опьянении, у тебя деньги все, наверное, уходили на алкоголь, да? Да, естественно, Всех ты угощал, наверное, да? да, Ну, как когда обычно появляется бывает. всегда там ты там всех угощаешь, там из серии выпендриваешься. Я знаю, что многие, деньги заканчиваются, они идут дальше работать что то да, Да-да-да-да. зарабатывают, Мгм. и Да. чтобы вот это вот опять-таки прогулять, Мгм. пропить. Мгм. Такое было тоже у Да, тебя, да? у меня не было ни квартиры своей, ни машины, ничего, потому Я что, как помню, ты ютился с мамой, по-моему, в коммунальной квартире, да? у нас была комната в общежитии. Сначала мы Мгм. вообще жили на 17-м квартале. Эта квартира, кстати, до сих пор есть, когда же его снесут. Кстати, намётчик, да? Мгм. Мгм. Потом мы переехали в общежитие, там у нас, ну, как 2 комнаты такие были. И вот мы с сестрой, с мамой жили там. Ну, такой не очень, конечно, райончик, вот на Горького, да, вот это Мгм. вот где Да-да, 3 помню, ага. поросенка. Ага. Вот, и как-то вот так вот все было. И потом вот когда после уже вроде все наладилось, вот там уже алкоголя нету, все налаживается, деньги есть, и ты, ну, немножко все равно в потерянном, да, потому что как будто ты только начал жить, да, Мгм. и не знаешь, в какое русло что. Потом случился через год, по-моему, страшный творческий кризис. То есть Мгм. в полную силу начал работать целый год, прямо работой жил и перегорел. А, Прям страшно перегорел. Было И желание вообще да, перейти в другое какое-то да, направление? вот это было, вот это вот состояние такого смятения. И подвернулся как раз случай вот с хостелом в Москве. Я выкупил этот хостел. Мгм.
И целый год занимался этим. И это меня очень круто вот спасло, очень круто отвлекло от всего. Как-то вот в голове своей порядок привел за год, да. Потому что я очень люблю вот создавать уют тоже, да, вот как мы в этом тоже с тобой похожи, что-то вот дизайн, там, Мгм. своими руками что-то делать. Также встречать, это был хостел для наших якутов. Да, я помню, я там ночевала. Да, очень в центре Москвы я там создавал уют, и мне было очень классно. И тогда вот я начал уже задумываться, от чего я хочу от жизни, куда, что, какие у меня были, вспоминать, какие у меня были мечты. Вот вспомнил, что я хотел всегда жить в Америке, попробовать, да, и вот возобновил вот эту всю тему, начал И насчет. тогда мы начали готовиться к твоему концерту, да? Или как, или Нет, что, или как было? изначально я вот начал суетиться насчет визы. Ну, там полетел специально, чтобы мне легче одобрили визу. Сначала слетал в Европу, чтобы у меня был Шенген там в паспорте, да, и потом получил уже американскую визу. Но все-таки не решался все-таки поехать, потому что у меня там никого нету, никого Мгм. не знаю, страшно одному ехать, да. И в этот момент появилась в моей жизни Муана моя, Мгм. да. Я тоже был немножко таким скептиком, как бы я там не верил в чудеса и все такое, но все-таки немножко вот побаивался и скептически относился. А, Она вот у меня вот как раз в хостеле, в моем хостеле познакомились, и первый раз она вот сделала мне вот карту вот эту Мгм. астрологическую. Ой, какой у меня был шок, вот какие ощущения непередаваемые я словил. Неужели можно так вдохновиться от того, что вот тебе рассказывает про твою жизнь? И Мгм. такое вдохновение, и она подтвердила: ничего не бойся, Америка, она будет в твоей жизни прямо вот как вторая родина все равно. Ты будешь как-то невидимой связью будешь связан с Америкой, тебе обязательно надо ехать. У меня готовая виза, уже год прошел, да, там на 3 года дается. Год я просто, получается, профукал, Мгм. и все. Она говорит: все, езжай, не бойся ничего. И я буквально за 2 недели успел продать хостел в Москве, и через 2 недели я стоял на Манхэттене. Мгм. Вот. Каким-то чудесным образом. Один. Да, один поехал. Ну, чудесным образом, когда я там в соцсетях начал там писать, что вот я улетаю, нашлась знакомая, ну, подружка, оказывается, живет в Нью-Йорке, потом другой друг живет в Майами, и начали: ой, ко мне заедь, ко мне там, ну, как-то вот так все закрутилось, Мгм. завертелось. И в первую же поездку в Майами, там, знакомства какие-то, связи уже, и работу начали предлагать. Поэтому я как-то: ой, оказывается, это все реально, как бы, да, начал в это верить, и еще больше вот это вот грезы об Америке усилились. Но я человек очень осторожный. Мгм. Я раз 5, наверное, слетал на разведку, и то я там был там очень долго. То есть каждая моя поездка минимум там месяц длилась, да, Мгм. чтобы вот разведать, вот как-то вот ощутить атмосферу. А ты нашел там работу в итоге? Да, ну вот уже, наверное, там с третьей, четвертой поездки я уже решился, приехал в Якутск, ну, вот наш прощальный концерт. Вот этот вот концерт был Да, вот перед этим как раз, да? да, когда я уже Ага. решился, что все, переезжаю. а, Прощальный концерт тоже скандальный. да, да, да. Ну, не зря я учился на журналистике, у нас там и пиар как бы преподавали, поэтому, в принципе, я знаю все рычаги, да. Да. Поэтому там, конечно, был и рекламный ход, да, то, что это прощальный. Ну, естественно, все инструменты хороши, если они во благо. Как ты состригал волосы прямо на сцене. Да. И получается, что ты, тупо решил заработать на концерте, да? Кстати, после этого концерта: «Хайбу Барбата, что ли?» Многие так говорили же, да? Мгм. Но, я помню, что прям все искренне желали тебе, добра, счастья, и прям были полнейшие аншлаги. Люди не вместили же Джонорба Мгм. Патахтаради 100%, да. И я помню, что прям это был такой хайповый концерт, и ты прям тогда решил прям кардинально поменяться, состриг свои волосы прямо на сцене. Ам,
Вообще, ты же как-то уже все, ну, забросил вот этот хайп. Почему ты решил вот на концерте тоже как-то так, слишком таким прям? Ну, вообще у меня всегда есть свое видение, да, например, какого-то успешного шоу, успешного концерта, да. А, м, Мне кажется, что э, надо всегда соответствовать времени, да, то есть сейчас, ну, не в обиду никому, но обычные концерты, где просто поют в красивых платьях, мне кажется, это не очень интересно. Соглашусь с тобой. Поэтому мне захотелось показать вот какой-то уровень шоу, как я вижу, да, Мгм. чтобы это было интересно, чтобы это соответствовало времени. Эпатажно, да? Да, эпатажно, интересно, чтобы это вот цепляло, чтобы это вызывало какие-то эмоции, да, а не просто там скупые аплодисменты. Поэтому даже был случай, ну, связанный с моим концертом, мне хотели вручить на сцене отличника культуры. Мгм. Я не рассказывал. Чё-то я припоминаю, ага. Но там были условия убрать все вот эти Скандальные номера. скандальные номера. И я выбрал, что все-таки мое видение, ну, дороже, чем... Ну, то Отличник, есть, да? да. Ну, как бы, опять же, не хочу никого там, всех отличников там как-то, да, Мгм. оскорбить Ну, или ты выбрал что-то. себя. Да, Мгм. мне было Ну, так ты не хотел комфортнее. переступать через себя. Да. Мгм. И мне кажется, И вот подстраиваться под мой кого-то. зритель вот получил тот эффект, который я хотел. Да, это было действительно грандиозно. Ты же еще пел. Да. Кстати, поешь ли ты сейчас эту песню? Нет, это было специально для шоу, как бы. Причем это было, как всегда, у нас так Это сумбурно. был очень драматичный номер. Ты же под свою песню стриг себе волосы. Ну, то есть мы постриглись ночью, я просто поверх него были накладки, Ну, я это которые помню, потому что стриглись мы в моем салоне. Да-да-да-да-да, да, ночью. Да. Вот, номера тоже придумывались на ходу, то есть как бы все это было настолько творческом вот таком вот хаосе, но зато я получил сам тоже колоссальное удовольствие. И вот это, ну, как бы, конечно, я хотел заработать, и заработал, могу сказать, да, хорошо, но и хотелось вот какой-то вот все-таки точку, да, вот всего творчества, вот этой вот всего начала пути, как, через какие сложности все это вот прошло, и вот Да, какой-то это вот, был вообще классный концерт. да, как, Такая ностальгия даже какая-то, да. Какие были все девушки красивые. Я, кстати, хочу сказать, что как ты, знаешь, с какой-то с любовью, с таким с уважением относишься к женской красоте. То есть ты каждую женщину раскрываешь так, как она никогда, наверное, и не видит себя. Но когда вот это, конечно, со мной это всегда происходит. Я каждый раз думаю, как ты меня сегодня накрасишь, да, и каждый раз я в восторге, по-разному смотрю на себя. И мне кажется, ты раскрываешь в женщинах именно прям их суть. Я не думаю, что ты какой-то скромной женщине сделаешь макияж, например, как у меня, да, или ты делаешь такое, ну, если я уловлю какую-то такую какую-то энергию, внутреннюю да, нотку, да, да. ту, которую они сами даже не могут уловить, да. Были такие моменты, когда женщина после твоего макияжа прям брала и раскрывалась по полной. Оказывается, я не такая, оказывается, я не лань, я пантера. Такое было? Ну да, да, без лишней скромности могу сказать, что да. Мгм. То есть М, это своего рода такая психотерапия, да, можно сказать? Ну да, я считаю, что вообще самые крутые мастера, которые в бьюти-индустрии работают, они за счет того, что они очень хорошие психологи, могут стать вот именно крутыми мастерами, Мгм. которые умеют улавливать их внутреннее содержание, да, клиента, умеют улавливать вот то, что они даже сами боятся вот как-то раскрыть, вот эту нотку уловить и раскрыть, и вот тогда будет супер эффект, и ты можешь стать супер крутым как бы специалистом. И, так скажем, ты переезжаешь, ты зарабатываешь денежки, со всеми прощаешься. Мы с тобой прощались чуть ли не в слезах, и ты уезжаешь в Америку. Я честно думала, что ты туда уедешь навсегда. Что случилось в Америке, да? Что ты приполз обратно, как многие писали, да? Да-да-да, М. ага. А,
Но это совсем другое, когда ты приезжаешь туда как турист, пусть даже на разведку. Ты же там, бытовуху, вот эту обыденную жизнь же не заходишь. То есть приезжать туристом и приехать туда и работать, жить — это совсем другое. Ну, это было изначально понятно, но, мне показалось, что изначально, вот когда я ездил на разведку, что это мое. Вот это, конечно, там очень классная атмосфера, да, вот эта атмосфера свободы, творчества, особенно в Нью-Йорке. М, но если ты, например, не такой, обеспеченный, да, то есть тебе надо, чтобы, хорошо жить, ну, нормально жить, Мгм. тебе надо много работать, да, чтобы хорошо зарабатывать. Ну, то есть там настолько день сурка у меня был, я там был всего лишь 3 месяца, да, в Было Якутске. такое у тебя ощущение, что, ну, зачем мне эта Америка, если я здесь особо никто? В вот, да, Ага. вот это Все-таки тоже. тебе нужно было все-таки признание, ты же привык Да, быть звездой. да. И осознание того, что, в принципе, я к этому приду, меня Мгм. немножко держало. Ну, 3 месяца подержало меня, да. Но для того я четко осознавал, что я к этому приду минимум через, года 3. Мгм. А я не смог позволить себе 3 года потратить на это, потому что все таки возраст. И, ну, и самым главным фактором, наверное, это, конечно, не наверное, это 100% явилось то, что, когда я уезжал, сестра беременная осталась, да, и вот пока я был в Нью-Йорке, она родила вот племянника. Ну, вот с сестрой мы вместе вдвоем выросли. Брат просто в другой семье Мгм. воспитывался, а мы с сестрой вдвоем. М. Мы очень близкие. И вот первый ребенок в семье, и вот первые фотографии из, роддома, и все. Я прям до последнего пытался держаться, ну, думал, ну, я буду тут много хорошо начну зарабатывать, буду там помогать отсылать. Мгм. Это будет лучше, это будет намного, как бы, это, да, продуманнее и все на свете. Но не смог. Я там буквально 3 дня, наверное, кое-как простоял на работе, и на третий день сказал: все. Это был как раз Крисмас, а, декабрь, предновогодний Нью-Йорк, очень красивый, украшенный. А мне всегда перед Новым годом, Новый год хочу я проводить в Якутске дома. Мгм. С семьей. Да, сколько я там и в жарких странах, да, встречал Новый год. Вообще не тот вайб, вообще не то. Хочется дома украшать елку, дом. Я как раз только вот купил квартиру, да, первая моя квартира, которую я сам там купил. Мгм. Ну, всем обеспечил, чтобы там сестра могла там, с М. ребенком, как бы, да. Какой ты молодец, Вася. Ага. И вот и все не выдержал и сказал, что все, я увольняюсь. Получил зарплату, пошел, 4 чемодана детских вещей купил и прилетел в Якутск. А в общем, тебе понравилось жить в Америке? Если бы вот тебя не тянуло из-за семьи, я так думаю, тебя семья все-таки Мгм. тянула, да, ты скучал по своим родным. В общем, как тебе чувствовалось там? Тяжело. Все таки вот там я начал осознавать и любить Россию. Я тебя знаю, ты одинокий человек, да. Тяготило ли тебя когда-нибудь твое одиночество? В чем вообще, как жить одному? Я вот никогда не жила. Много задумывался об этом. Ну, как и любой человек, наверное, хотелось, семью. Ну, почему-то мне в первую очередь больше, хотелось иметь детей. Я вообще с детства обожаю детей, там, своих племянников. Поэтому, моя мечта была вот именно дом полный детей. Поэтому, вот сейчас как-то, претворяю это в жизнь. И, одной из своих больших, наверное, мечт, было вот взять ребенка именно из детского дома. Ну, я считаю, что это очень благородно, во-первых. Во-вторых, я вообще очень рада за то, что вот у тебя все твои мечты сбываются, потому что не каждому дано. И я еще раз хочу сказать, что я прям тобой горжусь. Ты не перестаешь удивлять.
Люди тоже смотрят же на тебя, и меня постоянно спрашивают: "А что, у Васи двое детей?" Да. Многие думают, что Данечка, да, твой племянник — это тоже твой сын. Хотим сказать, что это племянник, а не сын. И, ты усыновил Никиту, малыша, из Мгм. детского дома, да. А, Кто смотрит за детьми? Ты же парень занятой. Ну вот, бабушка смотрит и сестра. Вот, Мгм. поэтому мне очень комфортно в плане того, что вот у меня есть такой тыл, что я могу доверить. И я все-таки человек более такой творческий и работяга. Я не могу Мгм. сидеть дома. Я, ну, больше такую мужскую роль выполняю, ну, как добытчика Ты там, да, и мне комфортно, что вот сестра не работает, а вот больше внимания детям Мгм. уделять, должное внимание, Мгм. нежели они будут. Ну, вот старший племянник, он не хочет в садик ходить, а я против насилия, да, то есть насильно в садик отводить, пусть Мгм. плачет, нет. Я вообще терпеть не могу детские слезы, поэтому, может быть, да, я балую. Ну, это моя точка зрения, я так хочу, поэтому мои дети должны получать все самое лучшее. Это очень правильная точка зрения, я считаю. Ам, как тебе в роли отца? А, Как бы ни показалось это странным, но легко, спокойно, как будто так и должно было бы быть. Я не вижу никаких каких-то сложностей, поэтому все замечательно, я счастлив. И я думаю, что это не последний раз. Я Мгм. хочу еще детей. Мгм. Смотри, вот опять-таки я возвращаюсь к тому, что вот какой ты был до, какой ты сейчас после, того, как ты бросил пить. Ты, буквально недавно открыл свой салон красоты. Мгм. Как это быть руководителем? Хотел бы ты, скажем, ты сам управляешь этим всем или есть кто-то человек, который этим занимается? Вот про бизнес давай. Давайте. Ну вот ранее я там оговорился насчет того, что не оговорился, а вспомнил про людей, которые встречаются на моем жизненном пути, Мгм. которые вот какие-то путеводные звезды, да. Вот жизнь настолько меня любит и балует, что вот приводит в мою жизнь таких людей. Ну вот и в этом случае, когда мы открыли салон, то есть вот намерение было открыть свой салон, опять же на моем жизненном пути появился такой человек. Так как я человек слишком творческий, и я много раз открывал свою студию, свои салоны, но я не руководитель, я не умею вот управлять какими-то вот такими сложными Мгм. процессами бюрократическими, да, там сложный бизнес, Маркетинг, маркетинг, все это. бухгалтерия. Да, поэтому вот Вселенная послала мне такого человека, это моя Кристина. Кристина, привет. Которая вот взяла на себя все вот эти обязательства, да, как руководителя, который продвигает, который вкладывается, да, и так же, как и я, болеет душой за развитие нашего совместного бизнеса. Я считаю, что наш салон уже является примером, да, это самый большой не только по квадратуре, но и по количеству мастеров, Мгм. по уровню предоставляемых услуг, да, потому что я собрал, вот я сколько работаю в своей сфере красоты, я всегда, ну, работал и в других салонах, просто там снимал место, да, я у Мгм. тебя работал. И я всегда такой человек, я же говорю, что в Америку ездил на разведку 5 раз, Мгм. да, также я всегда разведываю, там, смотрю, какой-то хороший мастер, например, да, по маникюру. Вот если я свой салон открою, надо будет ее позвать. Мгм. Вот так вот, да, то есть я в разных салонах работаю, кого-то подмечаю, кого-то вот, и вот они, и каким-то образом мы так очень хорошо общий язык находим, и там общаемся. И вот когда решили уже свой салон, я собрал всех лучших мастеров со всех салонов, буквально можно сказать, да,
И поэтому я с уверенностью могу сказать, что наш салон, он лучший, потому что он собрал всех самых лучших профессионалов. Поэтому все замечательно, и я думаю, что мы будем расти, расти, и, наверное, это единственный салон, который с таким классным коллективом, потому что от коллектива зависит, я считаю, что просто 90% успеха. Вообще я хочу сказать, что ты раскрываешь людей тоже сам. Вот, например, ты мне предложил когда-то участвовать на "Миссис Россия", да. Я вообще такая: "В смысле, я, что ли, да?" Ну, я маленькая, ну, у меня фигура, так скажем, Видите, не не прям вау, да, но тем не менее ты мне дал такой толчок, как будто, ну, действительно, а почему бы нет? Почему бы нет? И вот на "Миссис Россия" мы классно выступили. Потом на "Миссис Глоб" должны были классно выступить, но вот ты я был в вы Нью-Йорке. ты в Нью-Йорке был, и ты меня кинул тогда. Но тем не менее, мне очень понравилось тогда выступать. И с тех пор пошел такой у тебя, прям ты работаешь, скажем так, с не особо традиционными девушками, да? Ну, в Мгм. смысле, по красоте, по стандартам. Сколько там было девушек таких прям модельной внешностью? Раз-два и обчелся. Вот единственная, которая прям такая ярчайшая по всем параметрам, мне кажется, это Зарьяна. Да. Да. Во-первых, у нее и богатый внутренний мир, и плюс у нее внешность просто потрясающая. И я знаю, что вы собираетесь ехать на конкурс. Мгм. Расскажи про это. Да, мы вот буквально сейчас мы улетаем в Дубай, потом прилетаем и сразу улетаем в Индию на конкурс Mrs. Unity. А, И там надо будет поболеть Да, за я нашу вообще, красавицу. всех призываю болеть за наших соотечественниц, потому что я по себе знаю, когда я была, в Шэньчжэне, в Китае, на конкурсе "Миссис Глоб", ты чувствуешь себя абсолютно одинокой. Но когда ты видишь в соцсетях, как тебя поддерживают, это очень даёт такой большой заряд, энергию. Поэтому это очень не надо типа: как-нибудь там она выступит, да ладно, М. посмотрим, чего она достигнет". Надо прям вообще топить за Якутию. Да, и причем, ну, Якутия, она славится тем, что она, ну, все-таки, как бы мы там не хаяли в каких-то моментах, но мы очень сплоченный народ. Мы, Кстати, очень, многие, с интересом как бы воспринимают Якутию, потому что я представляла именно Якутию уже на "Миссис Глоб". мгм, Они некоторые не знают, но многие, оказывается, знают. И прям: у вас же холодно, у вас же там алмазы". То есть вот такие какие-то, фишки, они про нас знают. И вот эти вот конкурсы как раз-таки дают возможность рассказать про нашу Якутию. Вот эти вот мгм. девушки, наши якутяночки, многие думают: "Нахрен эти конкурсы, да? Зачем это все? Ага". На самом деле это надо. Надо, девочки, мальчики. Кто еще не участвовал, тоже участвуйте. Ну и все таки у нас немножко не такое интервью. Мы обещали, что будет откровенное, да. А так как у тебя жизнь полная скандалов, может, что-нибудь все таки ты расскажешь нам такое вот? А, Ну, конечно, много было неприятных ситуаций, и что сейчас в голову приходит. Вообще, я человек очень прямой и люблю честность в отношениях, да. И терпеть не могу, когда несправедливость. Очень много меня, конечно, там кидали, Мгм. можно сказать, да. И это я не боюсь в этом признаться, это очень обидно. Когда ты выращиваешь вот, из маленьких девочек там знаменитых красавиц, а потом они об тебя там ноги вытирают, это очень неприятно, больно. Ну вот раз мы затронули тему там, почему не мисс, а миссис, ну Мгм. вот к тому могу, например, вспомнить какие-то случаи. Не будем называть имен, да, чтобы им не было обидно, чтобы хейтом их не закидали. Ну, одна из моих, например, подопечных была знаменитая красавица, которая после практически победы на российском конкурсе. Ну, помните, да, я был директором еще конкурса "Краса Якутии", Мгм. региональным Мгм. представителем России по Якутии, проводил этот конкурс. Эта девочка у меня победила, потом поехала в Москву
заняла, ну, то есть в тройку вошла. В итоге на следующий год я уже организовываю второй конкурс, и оказывается, потом в соцсетях появляется скандальная статья о том, что я мошенник, что у меня нету прав на проведение этого конкурса, а права а, у этой девочки, которая получила титул. Мгм. Ну, то есть такая неприятная ситуация, когда ты вкладываешься в девочку там всю свою любовь, весь свой профессионализм, да, это было очень неприятно. Ну, как бы, ну, утром читаю эту статью, а это были времена еще, когда я немножко, не немножко, а Мгм. немножко, Мгм. Мгм. ну, естественно, там, Ты тогда вообще не лез, за словом в карман. да, и я человек прямолинейный, тут же позвонил и говорю, слушай, тварь, что за хуйня, да? Мгм. Тут опять начинается там вот этот весь детский лепет, это не я, это кто-то там, ну, понятно, сделали выводы и все. Ну и, соответственно, потом они же сами себе делают, роют яму, поступая таким образом, да? Ну, я же человек тоже живой, и, в принципе, свой вес я могу перекрыть кислород там в Где определенных надо. сферах. Ну и где эта красавица сейчас? Ее сейчас нет. Ну, да. Мгм. Так что не ругайтесь с Василием. Ну, вот таких ситуаций было несколько, да, это каждый раз почему-то для меня так неожиданно. Мгм. И я каждый раз, блядь, сука, ну ты что такой лох-то, что тебя даже маленькие девчонки Имеют. просто имеют в одно место. Ага. Вот, и вспомнил сейчас тоже одну ситуацию, когда на Мисс России ах, девочка моя поехала, и там со слезами, когда ты приедешь, меня тут ужасно красит, ну, как всегда, да, Мгм. ежегодно так бывает. Я, конечно же, пару быстренько бросаю все дела, лечу за свой счет опять же туда, девочка телефон не поднимает, потому что ей там кто-то там наговорил, там из серии что-то там шепнули, а она там решила, что и без меня она справится, что она будет в тройке. Хотя у нее были все шансы быть в тройке, и в итоге она пролетает как фанера, да? Ну вот так, потому что очень важно не только чтобы у тебя был классный стилист, да, и чтобы вот этот человек умел тебя правильно настроить, да, правильно вот все настолько вот выжать из тебя максимум, Мгм. чтобы ты выложилась на сцене 100%, потому что человек опытный, который десятилетиями работает в конкурсах красоты, правильно тебя настроил. А они вот этого не понимают, поэтому вот работать с малолетками — такая хуйня. Лучше работать с нами, со Да, старушками. со старушками, которые все понимают. Если разобрать какие-то вот близкие дружеские отношения, да, Мгм. ну, тоже там много раз я наступал на одни и те же грабли, когда дружишь с человеком, доверяешь, думаешь, что это вот прямо наиближайший друг, а они тебя подставляют. Вот из прошлой жизни, да, то есть алкогольной, можно тоже вспомнить много ситуаций, ну, может, вот сейчас в голову приходит. Ну, вот эти все обложки, да, желтых Якутск. изданий, Мгм. да, где там вот в пьяном виде все. Вот это тоже делали в тот момент очень близкие люди, Как тебе казалось, да? да, с которыми вместе сидишь, выпиваешь, ну, там, перебрал, там, уснул, а тебя фотографируют и в желтые издания отправляют. Ну, и, и каждый раз больно. Как бы ты там ни притворялся, что тебе все равно, ну, на самом деле так. Я вот тогда помню случай, да, когда, тебя сфотографировали в Полярке. Тогда мы еще дружили, я просто, Вася, Диана Абутмеме. Мгм. Ага. Как так получилось-то? Да, обычная пьянка. Чё, сидели, бухали, вырубился, и тут на завтра прилетает такая фотография. Ну, естественно, первым делом, ну, чё,
выясняешь, кто это сделал, звонишь друзьям, Никто ничего не сделал, да? да, говоришь, чё, а тебе говорят, это не я, это не я. Ну, где тут найдешь правду? Мгм. Ну, а ты тогда проснулся, в Полярке и что, как там было? Мне вот это вот Ну, это интересно. были такие времена, когда вообще было, где ты просыпаешься. Я даже не помню, в А какое Полярке. самое ужасное место, где ты проснулся? Вспомнишь? Ой. м, Ну, в обезьяннике Ой, простите, пожалуйста. с Ага, бомжами, с проститутками, по-моему. в обезьяннике. Ну да. Ага. А ты такой весь шикарный, в леопардовой шубе. Что я тут делаю? Да. Выпустите меня! А еще тот скандал про бомбу. Что там такое было вообще? Я так и не поняла. Боже мой. Нас задержали. По подозрению в терроризме. Ужасно, да? Да я сам ничего к тому моменту не понял, просто, ну, съездили бухие в 0,3, потому что там, ну, сиська упала на ногу, да, думал, сломал палец. Сиська, в смысле, это что? Пиво? Пиво, ну, вот это вот полторашка или как там, двухлитровая. Ага. И пока мне делали рентген, там товарищи мои, тоже знаменитые, просто побаловались, позвонили в тот же 0,3, в котором они сидели, меня ждали, и сказали, бомба заложена, все. И оказывается, там ночью была эвакуация, саперы, собаки. А я об этом даже не знал. Меня, когда забрали в полицию, ОМОНовцы, всю нашу компашку со съемной хаты, а я опять в леопардовой шубе, я сказал, я в этот бобик сзади не сяду. Я буду сидеть спереди. Сел? Ну да, Посадили, да? да. А Всех остальные остальных. все Да, обезьянники. Вот да. дебилы, а. И вот тогда И в только... итоге что? Ну, Вам статью в влепили? итоге, сидя в камере, выясняется, что позвонил и сказал бомба, просто он решил так поиграться. А я даже об этом не в курсе, сижу в леопардовой шубе за клеткой. Весь шикарный, да? Благо, укладка там все было, поэтому... Потом, как бы, сами следователи поняли, что я тут вообще ни при чем, меня отпустили, а я тоже не захотел уходить без своих детей. Я говорю, они маленькие, побаловались, надо их тоже отпустить. Ну, они сказали, ну, вы пока идите, мы с ними поговорим и отпустим. Ну, потом как-то там договорились, видимо. Где был бит? Ой, таких случаев много. Если Ой, мы ну будем на вспоминать, самом мы деле до есть, завтра будем. есть что вспомнить, есть что внукам рассказать. Как всегда бывает, твои пожелания слушателям, зрителям, которые сегодня просмотрели наше интервью. Ай, ну, верить, мечтать, верить в себя, мечтать и просто воплощать это в жизнь, да, то есть все возможно, и я считаю, что когда человек находит свое призвание и следует этому пути, все в жизни получается легко, несмотря на какие-то даже препятствия, там, предательства. И поэтому верьте в себя, найдите себя, пробуйте, ошибайтесь, но идите и становитесь счастливее каждый день.